С 30 октября по 6 ноября 1992 года на исконно-исторических землях ингушей в пригородном районе произошло самое настоящее преступление против человечности. Это было чудовищное событие и самая настоящая этническая чистка ингушей. Мы разгромили мою квартиру, мы 5 ночей скрывались на чердаке у русских соседей, ни один офицер нам не помог. Я могу рассказать, как над нами издевались. До смерти некоторых девочек до смерти насиловали. После совершившегося на сегодняшний день я практически не знаю даже ни одного человека, арестованного по столь тяжелому преступлению. Около 1000 ингушей до сих пор числятся пропавшими без вести. Друзья, я всех вас приветствую, меня зовут Артем, и как вы уже догадались, этот выпуск будет посвящен годовщине осетино-ингушского конфликта. И в этом видео я буду рассказывать и показывать вам про нелегкую жизнь и судьбу ингушского народа. И то, что пережили ингуши той черной осенью 1992 года, я даже ни одному своему врагу не пожелаю. Ну и прежде чем я начну рассказывать и показывать, я сразу хотел бы сказать, что я не собираюсь заниматься разжиганием межнациональной розни, и не нужно меня в этом обвинять. Все, что вы услышите и увидите, я делал, опираясь на законодательную правовую базу Российской Федерации. Статья 29 Конституции Российской Федерации позволяет мне заниматься моей блогерской деятельностью как travel-блогер и независимый журналист, распространяя официально признанную информацию на территории нашего государства. Так что ко мне не должно быть никаких претензий. Ну и перед просмотром обязательно подписывайтесь на мой канал, поддержите мою блогерскую деятельность лайком и делитесь от увиденного и услышанного своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. Только я ради бога прошу вас, соблюдайте цензуру и давайте все-таки уважать друг друга. Чтобы всем нам понять о истинных причинах произошедшего конфликта осенью 1992 года между осетинами и ингушами, нам всем вместе нужно обратиться к истории. Так вот, одним из старейших очагов расселения ингушей на плоскости является Тарская долина. Название от аула Тарш, основанного выходцами из одноименного Арамхинского ущелья. По свидетельству грузинского географа Вахушти Багратиони, уже в 17 веке в Тарской долине известно ингушское селение Ангушт. Правда, после депортации ингушей это селение сегодня носит название Тарское. От названия Ангушт и произошел грузинский и русский этноним ингуши. С присоединением ингушей к России горцам стали разрешать беспрепятственно селиться на равнины. В результате политики правительства Российской империи на Северном Кавказе, направленной на депортацию горцев из части равнинных и предгорных поселений, на принадлежавших ранее ингушам землях была создана чересполосица, представлявшая собой линию казачьих станиц, разделявшую равнинную и горную Ингушетию. Гражданская война, в которой большинство ингушей выступило на стороне большевиков, привела к тому, что казачье население из вышеперечисленных станиц было депортировано, и они были возвращены снова ингушам. С упразднением Горской социалистической советской республики 7 июля 1924 года на базе оставшихся в ее составе Северо-Осетинского и Ингушского округов были образованы Северо-Осетинская и Ингушская автономные области и самостоятельный Сунжинский округ. Тогда же особой смешанной комиссией в ЦИК РСФСР было произведено национально-территориальное разграничение этих образований. Единой столицей стал город Владикавказ, где располагались органы власти и управления этих образований. Однако через некоторое время, в связи с постановлением в ЦИК от 20 июня 1933 года, город Владикавказ теряет свой статус и переходит под юрисдикцию Северной Осетии. Ликвидируется и Сунжинский округ. 19 декабря 1934 года в ЦИК РСФСР принимает решение о создании Чечено-Ингушской автономной области с центром в городе Грозном, которая в 1936 году преобразовывается в ЧАССР.
До 1944 года восточная часть современного пригородного района Северной Осетии входила в состав Чечено-Ингушской СССР. С 7 марта 1944 года после депортации чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию территория была включена в состав Северо-Осетинской СССР. При этом горная часть пригородного района, юг нынешней Ингушетии, передавался в состав Грузинской ССР. Начиная с 1956 года с ингушей, как и с некоторых других кавказских народов, которые были подвержены сталинским репрессиям, были сняты абсолютно все обвинения, и им вновь было разрешено вернуться на свои исконно исторические земли. И хочу подчеркнуть, что за 5,5 лет, сколько я изучаю вопрос про депортацию войнахов, ингушей и чеченцев, а также провожу свои независимые блогерские журналистские расследования, я так и не нашел ни одного предателя среди ингушей в годы Великой Отечественной войны. Где они? Раз они исчислялись не десятками, как некоторые распространяют всякие грязные сплетни и слухи, а сотнями. Ну назовите мне хотя бы одного предателя с ингушской фамилией среди ингушей. Я жду. Напишите в комментариях, если вы знаете. Я обыскал все архивы, я ездил по этому вопросу в Казахстан. Я был в Турции, в Европе, в Ингушетии, в Чечне. Но никто мне так и не предоставил ни одного имени предателя среди ингушей. Зато я нашел очень много героев, имена которых высечены, к примеру, на крепости Герой, Брестской крепости, которая находится в Беларуси, в Бресте. Очень странные дела. Так вот, ингуши, соответственно, стали заселяться на своих землях, в том числе и в пригородном районе. Но так как пригородный район Сталин незаконно передал в состав Северо-Осетинской ССР, конечно, это была большой проблемой, потому что местная власть того времени, Северной Осетии, не давала официально прописываться ингушам в своих домах на своей земле. И, соответственно, ограничивала в их правах. И поэтому стали происходить уже с того момента разного рода конфликты. И вот после того, как распался Советский Союз, к власти пришел первый президент современной нашей с вами России Борис Николаевич Ельцин. И вот с этого момента я хотел бы ответить на вопрос, так кто же виноват в том, что произошел осетино-ингушский конфликт 30 октября 1992 года. Здесь изображена карта Ингушетии со всеми исконно-историческими землями ингушей. Вы можете увидеть здесь Орджоникидзе. Это сегодня Владикавказ. Но Владикавказ ингуши называют Буро. Это правая часть от реки Берега, Терек, потому что действительно они там по истории проживали. Нина Георгиевна Волкова про это пишет в своих работах. Она говорила о том, что еще до момента, когда русские основали крепость Владикавказская, там находилось 32 двора ингушей. И они там проживали. Ну и потом вот началась эта несправедливая, можно сказать, история. Но в принципе ингуши и осетины, они до 1933 года жили в мире и согласии, вот пока не пришел к власти Сталин, потом все посыпалось. И вот посмотрите, что здесь написано. Ингушские земли аннексированы в период советской власти. Всего передано Северной Осетии за счет Ингушетии 113 тысяч гектаров, в том числе за счет Малгобекского района 24 тысячи гектаров и пригородного района, и города, тут написано Орджоникидзе, сегодня это Владикавказ, 89 тысяч гектар. Понимаете? Вот. Это много земли. Тем более около 20% республики. Тем более, да, у твоего народа сегодня рождаемость одна из самых высоких в России. То есть вы на первом месте, вы его делите с чеченцами. А жить-то где-то нужно. А я еще задам, вот как ингушу, да, Зелему, почему вы хотите жить на своих исконно-исторических землях? Почему вы не хотите жить, например, у меня на Алтае, или в Москве, или в Владивостоке, или еще куда-нибудь? Вот мне вот все равно, где жить. Почему тебе не все равно? Потому что вообще не только для ингушей, вообще в целом для кавказцев земля — это что-то большее, чем просто место проживания, потому что отсюда исходит наша идентичность, наша культура, которую мы можем увидеть в наших сооружениях, в башнях, в горах. То есть это, знаете, у нас не такой большой народ, чтобы мы могли в любом месте
уживаться спокойно. Нам нужно, если мы потеряем свою культуру, если мы потеряем свою землю, соответственно, мы потеряем свою культуру и свою идентичность и в целом народ. И язык забудем, и историю забудем, поэтому нам нужно быть там, откуда мы родом. Да, здесь самое главное слово, которое ты назвал – идентичность. Да. Потому что у ингушей, как я много раз рассказывал и показывал, свой ингушский язык, своя конституция, свой флаг, своя культура, свои традиции, обычаи, и ингуши живут по строгим адатам, так сказать, неписанным правилам. Да, действительно, ингуши по сей день живут по своим строгим неписанным законам, которые они называют адатами. И абсолютно каждый ингуш должен строго придерживаться и жить по этим законам. Но 26 апреля 1991 года первым президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным был принят и подписан закон века, закон о реабилитации репрессированных народов, по которому ингушам должны были вернуть все их исконно исторические земли, с которыми они добровольно более 250 лет тому назад вошли в состав России. Да не тут-то было. А как хорошо все начиналось. Самое главное в том, чтобы мы поняли друг друга. И я все время, когда приходили ко мне представители ингушского народа, говорил: я ничего пока не могу вам обещать, пока я не побываю и не повстречаю, и не посмотрю в глаза представителям ингушского народа. Пока действительно не произойдет такая встреча, чтобы я почувствовал, насколько боли у вас в сердце, сколько вы вынесли за всю свою многострадальную судьбу за все эти десятилетия. Я это понял. И я обещаю вам поддержать. Да, покойный уже Борис Николаевич обещал-то обещал, принял и подписал закон века о реабилитации репрессированных народов. Но при жизни, будучи президентом Российской Федерации, так и до конца не исполнил этот закон по отношению к ингушам. И ингуши так и не увидели свои исконно-исторические земли в составе своей родной республики. До сих пор ингушам не дают там свободно жить, развиваться, строиться, и до сих пор их ограничивают в официальной прописке. Что есть, то есть. Там, по-моему, до сих пор дети учатся в разных школах. Осетины учатся в своей школе, а ингуши учатся в своей. То есть совместного обучения там нет. Я говорю конкретно, например, про селение Чермен. По-ингушски это Мочкюрт, либо Базоркино. Как-то вот странно. И вот в моих руках находится распечатка интервью, так что вы видели, из журнала ДОЖ номер 4, в скобочках 14, от 2006 года. Это интервью взяла журналист Ирина Дементьева у бывшего командующего внутренними войсками Российской Федерации генерала-полковника Василия Нестеровича Савинова, который в свою очередь добровольно заявил об отставке. Ну, сами понимаете, по какой причине он это сделал. И прежде чем я начну зачитывать вам фрагменты из этого интервью, я хотел бы начать с небольшой фразы, которая здесь опубликована. Правда лечит. И действительно, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Согласны? Тогда обязательно поддержите это видео лайком, подписывайтесь на мой канал и делитесь своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. И прошу соблюдать цензуру. Все комментарии не по теме этого видео будут удалены, а вы будете занесены в черный список. Так вот, Ирина Дементьева спрашивает: Василий Нестерович, как вы тогда оказались во Владикавказе? Василий Нестерович отвечает: в октябре 1992 года обстановка в пригородном районе Северной Осетии накалилась до предела. Принятый Верховным Советом России закон о реабилитации репрессированных народов, в особенности статья о территориальной реабилитации, внушила одной части населения мысль о торжестве справедливости, а другой — страх потерять пригородный район, переданный им Сталиным после депортации войнахов и упразднения Чечено-Ингушской СССР. Неуверенность людей в своем будущем заставляла их искать защиты, вооружаться. Я вылетел на Северный Кавказ в конце октября 1992 года, когда получил сообщение о нападении на подразделение внутренних войск в Назрани. Толпа требовала раздать им оружие, поскольку тогда уже с обеих сторон были первые жертвы, первые беженцы, первые заложники. Момент был довольно острый, но оружие ингуши не получили. И действительно, ходят сплетни и слухи про ингушей, что якобы они так подло
вооружившись до зубов, напали ночью на осетин, которые плотно проживали вот в пригородном районе. Давайте послушаем русского офицера. Так это или не так? Внимание. Вооружение вот у ингушей какое было, как вы сами видели? Реально у них легкое вооружение такое было. Легкое. А со стороны осетин? Со стороны осетин у них полностью гвардия была вооружена. БТРы, тяжелые крупнокалиберные пулеметы, гранатометы. И считаю, что мы, вот наша дивизия конкретно, что мы предали этот народ, который здесь находится. Реально надо было в первые же дни дать команду, чтобы мы здесь охраняли людей. Одновременно с той же целью захвата оружия в Северной Осетии произошло нападение на учебный центр Владикавказского училища внутренних войск в поселке Камгарон. Насколько мне известно, это нападение было организовано начальником местного отделения милиции. И тоже, возможно, не по собственной инициативе. Оружие на этот раз пришлось отдать. Офицеров толпа поставила к стенке, а двух курсантов, продолжавших защищать склад, просто растерзала. Людям заморочили головы целенаправленными сообщениями, что вооруженные до зубов ингуши вот-вот захватят Камгарон. Разобраться тогда в обстановке и не рядовому человеку было непросто. Что касается двух ребят, которых растерзали. Это Типтяев и Базаров, вот их фотографии у меня есть. Они есть и в деле постановления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, пожалуйста. И вот что писала пресса в то время. Так, чтобы вы мне поверили, у меня есть скрины, сканы из газет. Зачитываю вам слово в слово. 31 октября около 10:30 утра в учебный центр Владикавказского училища МВД пришла группа мужчин. Это были не ингушские отряды, как вначале и подумали курсанты и офицеры, а жители пригородного района сел Сунжи и Октябрьского, решившие завладеть оружием. Завязалась стрельба. Нападавшим удалось захватить около 100 единиц оружия, танки, снаряжение. В результате погибли 2 курсанта. 1 ранен. Местонахождение 6 неизвестно. Имена погибших стоит назвать. Это владикавказцы Базаров и Типтяев, первокурсники, не успевшие прослужить и полгода. Начальник Владикавказского училища МВД генерал Феодоров с горечью говорит, цитирую: «Мы не ожидали такого поступка со стороны своих же. Всегда училище МВД выступало на стороне республики. Нам чудом с помощью вертолетов удалось освободить заместителя начальника училища по тылу полковника Мартышенко, других офицеров. Но как горько погибли ребята. Сейчас приходила мать одного из них. Ну скажите, зачем так?» Конец цитаты. Из аэропорта я направился в МВД Северной Осетии. Министр внутренних дел Кантемиров сообщил, что хорошо организованные ингушские вооруженные формирования движутся на Владикавказ. В Верховном Совете Республики его председатель Галазов сказал мне, что люди требуют оружия, и если я его не выдам, народ начнет штурм. Он настоял, чтобы я вышел объясняться с собравшимся на площади людьми. Я понял, что на меня оказывают давление, и толпа собрана специально для этого. Оружие они все же получили, но не от меня, а по решению Министерства обороны Российской Федерации. Ирина Дементьева спрашивает: вы говорите о розданных через военкоматы 600 автоматах. Но ведь известно, что Галазову по распоряжению тогдашних вице-премьеров Хижи и Шойгу, прибывших в Осетию почти одновременно с вами, передали 5-7 танков, БТРы и БМП. Высокопоставленные члены российского правительства вооружали граждан по неведению? Отвечает Василий Нестерович. Ну, это не совсем так. Напомню, что еще раньше, в том году, в Северной Осетии были созданы первые на Северном Кавказе незаконные формирования. Национальная гвардия, ополчение под командованием Бибо Дзуцева. Из Южной Осетии прибыл миротворческий батальон, все это в кавычках, отличившийся впоследствии особой жестокостью. Прежде мне приходилось инспектировать Схинвал и наблюдать, как за счет Южной Осетии со складов Северо-Кавказского военного округа вооружалась и Северная Осетия. Даже для нужд сельского хозяйства закупались БТРы. Ирина Дементьева отвечает: да, я бывала в Осетии в командировках и все не могла взять в толк, что такое колхозный БТР. Новорожденная республика Ингушетия тогда еще не имела властных структур. Скажите, откуда там появились мощные вооруженные силы, способные захватить Владикавказ? На этот вопрос Василий Нестерович ответил так. Так вот, я и хочу сказать, что не было этих вооруженных сил, были стихийные небольшие группы, оснащенные в основном стрелковым оружием. Противостоять Северной Осетии, тем более напасть на нее, конечно, Ингушетия не смогла бы.
Поэтому зачем распространять сплетни и слухи, если ингуши даже и не планировали захватывать Владикавказ и так далее. Это просто Галазов решил спровоцировать этот конфликт, чтобы не исполнять по отношению к ингушам до конца закон о реабилитации репрессированных народов. Но здесь даже и Вангу воскрешать не нужно, чтобы так рассуждать. Это же логично. Ирина Дементьева спрашивает: Василий Нестерович, как же так? Если неравенство сил было столь явным, а накал страстей столь опасным, если все это понимали, как же представители центра, прибывшие в зону конфликта для его урегулирования, могли внедрять туда столько оружия? Как могла армия участвовать в боевых действиях и стрелять по мирным селам? Как мог генерал-полковник Филатов выступать по телевидению по шпаргалке Галазова и призывать объединить усилия против агрессора, в кавычках агрессора, конечно же, это ингуши имели в виду? Василий Нестерович на это отвечает: полагаю, конфликт этот затевался преднамеренно. Все было спланировано. Достаточно сказать, что вместо обычного в таких случаях использования войск для разведения противостоящих сторон была задумана операция деблокирования с последующей чисткой территории. Сейчас объясню, что это такое. Накануне трагических событий в октябре 1992 года состоялась сессия Верховного Совета Северо-Осетинской ССР, на которой приняли решение о деблокировании дорог, закрытых местными жителями в некоторых селах пригородного района, с компактным ингушским населением. Мои люди ездили по этим дорогам, там не пропускали только носившуюся по улицам осетинскую боевую технику. Деблокирование – это практически вид боевых действий. Такая операция, полагал я, приведет к вводу в населенные пункты вооруженных формирований Северной Осетии и к практическому вытеснению оттуда ингушей. Помня трагические последствия такой же операции «Кольцо» в Карабахе, я послал телеграмму Галазову, министру обороны Российской Федерации, доложил министру внутренних дел Российской Федерации Ерину. Довел до их сведения, что планируемая операция приведет к массовым жертвам, и поэтому считаю ее нецелесообразной. Они все промолчали. Безусловно, под предлогом устранения опасности со стороны Ингушетии было задумано создать четкую границу, вытеснив за нее ингушей. Ну как вам такое? Вот поделитесь своим мнением у меня в комментариях. Далее Ирина Дементьева продолжает задавать вопросы. Во Владикавказе вы оказались старшим войсковым начальником и по настоянию Хижи возглавили командование объединенной группой войск. У вас, следовательно, сосредотачивалась вся информация, и вы же обладали властью принимать решения. Была ли возможность остановить трагическое развитие событий? Василий Нестерович отвечает: собственной разведки у меня не было, вся информация поступала из МВД Северо-Осетинской ССР, а это была продуманная система дезинформации. Не сразу, но пришлось в этом убедиться. Шли сообщения о скоплении ингушских сил в том или ином направлении, о передвижении ингушских танковых колонн, о поступлении вооружения со стороны Чечни. Я несколько раз направлял на разведку вертолеты. Вели разведку и армейскими силами. Ни бронеобъектов, ни каких-либо колонн, взводов, рот мы не обнаружили. Все это было блефом. Ясно? Никакого вооружения у ингушей не было. Все это чушь. Был также зафиксирован случай целенаправленной провокации. Наш лейтенант расстрелял офицера осетинской милиции, когда обнаружилось, что тот со своими сотрудниками под видом ингушей напал на бронетранспортер дивизии Дзержинского. Устраивали также мнимый бой под стенами особняка, где ночевали Хижа и Шойгу. Ну, то есть занимались фейками. Ну и неудивительно. И обвиняли в этом ингушей. Нормально, да, так устроились? И после этого они еще ингушей называют плохими, и то, что они поступили очень плохо, что ночью они напали. Так это же чушь, это вранье, это неправда. После совершившегося на сегодняшний день я практически не знаю даже ни одного человека, арестованного по столь тяжелому преступлению, хотя решениями съезда Верховного Совета приняты постановления о создании специальной следственно-оперативной группой, 3 мощных ведомств, прокуратурой, Министерства безопасности, МВД. До сих пор, значит, происшедшему не дана ни политическая оценка, не сделаны выводы причин и условий, способствующие этому конфликту. Относительно недавно мы вместе с Зелимом Тангиевым посетили в Назране кладбище, где покоятся жертвы осетино-ингушского конфликта. И у меня от этого кладбища до сих пор мурашки по коже. Нет, не от того, что мы с Зелимом увидели там, не дай бог, призрака, а от того, что мы увидели на некоторых надгробных
камнях. Там не было имени и фамилии погибшего, его даты рождения и смерти, а там просто были надписи, такие как «Неизвестная обезглавленная женщина», «Неизвестный мужчина», «Неизвестная женщина» или «Неизвестный ребенок». Так получилось, потому что во время осетино-ингушского конфликта многие жертвы, а точнее их тела, были настолько изуродованы боевиками, что просто-напросто близкие и родные этого умершего человека, ребенка, не узнали его. Поэтому похоронили то, что от него осталось. Ингушского народа эта дата трагична тем, что в ходе вооруженного конфликта пострадали тысячи людей. Ежегодно мы собираемся здесь на мемориальном комплексе, чтобы почтить память погибших и пропавших без вести жертв той страшной трагедии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатуху. Ду'ад ад-дакви. Амин, алхамдулиллах. Казалось, что все эти события должны были всколыхнуть хотя бы народных депутатов. Ведь произошло самое настоящее государственное преступление. Политики были повинны в смерти тысяч мирных граждан. Войска были вновь втянуты в карательную акцию против собственного народа. Но съезд как бы не заметил всего этого. Народные избранники опять дрались за власть, за места в главной колонне победного шествия демократии. Североосетинские же демократы тем временем заметали следы. Давно познавшие и принявшие на вооружение опыт большевистской пропаганды, осетинские политики продолжали изображать из себя жертв агрессии. Средства массовой информации социалистической Осетии продолжали по всем каналам трубить о зверствах ингушей и воспевать доблестных защитников Осетии. Воистину, там, где порог стал нормой, лекарствами не поможешь. Как вы знаете, в те времена не было никакого интернета, и жителям-ингушам, которые плотно проживали на своих исконно-исторических землях в пригородном районе, было очень сложно донести свою правду до жителей нашей с вами страны. А в принципе, последними новостями и событиями можно было делиться двумя способами. Первый способ — это телевидение, и второй способ — это радио. Так вот, на телевидении просто распространяли дикие фейки про ингушей. Но слава богу, что есть первоисточники, свидетели, очевидцы той самой этнической чистки ингушей в пригородном районе, которые по сей день рассказывают истории. Но а журналисты и такие блогеры, как я, мы все это собираем и распространяем, опираясь на статью 29 Конституции Российской Федерации. Давайте теперь с вами послушаем, как в те времена создавали североосетинские власти фейки, выдавая изуродованные тела ингушей за тела осетин. Перед нами альбом «Агрессия», выпущенный в северо-осетинской типографии в количестве 10 тысяч экземпляров в Владикавказе. Выпуск это был предшествовал 7-му съезду народных депутатов Российской Федерации. Каждый депутат Российской Федерации имел возможность увидеть, оценить содержимое этого альбома. Этот альбом был выпущен, чтобы общественное мнение не только России, но и стран СНГ и всего мирового общества убедить в том, что ингуши на сегодняшний день агрессоры. Вот пройдемся по этим фотографиям. На первой же фотографии обозначены два трупа. Молодые люди ингушской национальности. Газиков Хаджимурат Сулумбекович и Газиков Иса Сулумбекович, которые опознаны близкими родственниками и захоронены на ингушских кладбищах. А эти трупы... здесь они в этом журнале обозначены как жертвы ингушской агрессии и как осетины. Следующую фотографию
ингушской девушки Очаковой Розы Нурадимовны. Похоронена на сегодняшнем селе Иказово Очакова Роза Нурадимовна. Я непосредственно беседовал с отцом этой девушки, непосредственно с родственниками. Есть место захоронения и надпись под этой фотографией следующая: «Последний женский стон». Труп Куштова Магомеда, 62 года ему. Опознал его непосредственно близкий родственник Куштов Якуб. И под одним ингушским трупом не написана надпись, а только образное выражение жестокости этих преступлений. Эти же наши же трупы, наши же трагедии выдаются как наша агрессия. Вот самое страшное вот что. Вот дома, несколько домов здесь тоже засняты и показаны фотографии сожженных домов. Вроде бы сожженных ингушами. И тут же один из домов прямо по центральной улице села Черемень, любой проезжающий может обратить внимание, длинный дом с 8 окнами, ингушский дом, в котором живет Газиев Шамсудин, один из членов Совета старейшин. Всем известный дом, и тут показывают как осетинский дом. В какой же степени должен быть возведен цинизм, чтобы совершать подобное? Скажите мне, пожалуйста, как лично мне поверить другой осетинской стороне, что касается осетино-ингушского конфликта? А то меня постоянно другая сторона упрекает в том, что я разжигаю межнациональную рознь, когда начинаю рассказывать правду про осетино-ингушский конфликт, опираясь на законодательную правовую базу Российской Федерации, на статью 29 Конституции Российской Федерации. У меня все подкреплено фактами и аргументами. Информацию я не беру с потолка. Сплетнями и слухами я тоже не занимаюсь. Ну как после такого можно верить? А никак. И я уже не поверю. Я верю фактам. Вот таким, которые попали в мои руки. И самое главное, верю в постановление Генеральной прокуратуры о событиях той самой черной осени 1992 года. А все остальное написано на заборе. Как вы думаете, почему же все-таки такое произошло с осетинским народом, то что вот они такие зверства творили? Ведь, в принципе, вы сами осетинка, вы воспитывались среди осетин, вы видели, что, так сказать, ну хорошо, есть плохие люди в разных нациях. Конечно, я разве говорю, ингуши все идеальные. Почему? Потому что столько разлито яда между этими двумя нациями, этот настолько отравлен народ. Это что-то, это не передать никому. Пропаганда очень крепко работает. В каждой осетинской крови, в теле, яд набито больше, чем положено. Вот телевидение их не работает. Телевидение встал, и диктор говорит, что почему защищает этот Москва или Известия ингушей, когда они враги всех народов. Разве такое слово бывает по телевизору? За это, если было бы закон, за это судить надо было. И есть очень много осетин, которые вообще ингуша глазами не видели. От них далеко живут. Если это слышит, конечно, он знает, что это враги народа. Опять в ходу ярлык «врага народа». Но и этого показалось мало. С молчаливого согласия глав Временной администрации Шахрая, а затем Котенкова, осетины пытаются ежедневно провоцировать антиингушские настроения среди русского населения. Вот один из примеров разжигания национальной вражды. Газета «Северная Осетия» от 13 января 1993 года. Статья «Карабулакская трагедия». Бандиты орали: «Русские свиньи, убирайтесь отсюда!» Супруги Халины вошли в подъезд. Но на третьем этаже их догнали налетчики и упорно стреляли из автоматов. На крик смертельно раненой дочери выбежала мать, Мария Ивановна. Ее тоже застрелили. Квартиру ограбили. Это далеко не единичный случай, свидетельствующий о трагическом положении русских в Ингушетии. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Сталин Михаил Егорович. Это про вас была написана статья, что вы убиты ингушами? Да, конечно. Что вся ваша семья вылезла? Ну, не вся семья, я, жена и теща. А остальные живые еще. Я не знаю, где находятся они. Но на самом деле были какие-то случаи нападения? Нет, нападения не было. Вот я живу с соседями, ингуши у нас здесь, жена учительница у меня, как говорят, воспитала не одно поколение здесь учеников этих. Они уже учителями работают, там, как говорится, профессорами, даже врачами там есть. Все безо всякого. Нормальному человеку трудно понять, как можно зверски убивать на газетной полосе, выдумывая мельчайшие детали несуществующей трагедии. Но осетинских пропагандистов это не смущает. Они умудряются даже заработать на чужом горе, подсчитывая нанесенный Осетии ущерб
и требуя от центра гуманитарную помощь и денежные средства. Самое несправедливое и страшное во всей этой истории – это то, что больше всего пострадало мирное ингушское население. И вот как раз-таки ингушей, которые проживали плотно в пригородном районе, брали боевики с осетинской стороны в плен. И, конечно же, издевались над пленными ингушами как только могли. И не смотрели, будь это мужчина безоружный, старик, женщина или ребенок. А мой муж заложник. Да, вот эти заложники. Мой муж сейчас заложник, я уже с четверга, я не знаю, где он. С роддомов женщин, которые рожали, роженицы, их забирали уже. Куда забирали? В заложницы забрали. С маленькими детьми, с грудными детьми маленькими. В халатах своих. Это осетины. Осетины, а кто еще? Скормили эти дни? Нет. Дети ваши тоже были голодные? Голодные были. У нас же не было, у нас же денег не было, они все отобрали у нас. И 2 сутки мы просидели в подвале, в Мармадаке. Там уже подвал был, мокрый, грязь, и там люди наши сидели. Нас там было человек 700. И даже нам сказали, если у вас деньги есть, соберите, мы вам хлеба купим. А откуда у нас деньги были, когда нас все отобрали? Я заложница осетинских экстремистов, убийц, иначе их называть не могу. После таких издевательств с нами. Я закрыла свое лицо, мне страшно показывать даже свои глаза. Я не знаю, мне очень будет страшно, мне легче умереть, чем буду опознана, узнают, кто я такая. Я могу рассказать, как над нами издевались. До смерти некоторых девочек, до смерти насиловали, и избивали, и пытали, как говорится. Мне очень страшно и горько говорить вот эту всю правду. Конечно, она очень горькая. Нашей нации, в моей вере, как говорится, мусульманской вере, легче быть убитой, оскорбленной, униженной, чем изнасилованной. Вы простили, у вас тоже есть сестры, есть матери, есть родные. Как вы будете смотреть в глаза после всего этого своим родным близким? Если также будут над вашими родными близкими издеваться, вы выдержите все это. Вы же все-таки же мужчина, хоть осетины, но я осетин не называю мужчинами, если они способны насиловать. Это не называется, что это мужчины. Это просто не люди. Я иначе не могу сказать. Скот не может поступить так, как они поступали с нами. Я не могу говорить, извините. А что сделали плохого осетинам эти девушки и женщины-ингушки, которые мирно проживали на своих исконно-исторических землях в пригородном районе? Кто наделил таким правом приставать к ингушкам, зная, что они живут по адатам своего народа и зная, что они мусульманки? Кто давал право таким зверским способом поступать с девушками и женщинами в первую очередь? Это ведь не мужской поступок. И эти подонки и звери, я уверен, до сих пор ходят на свободе, и их не привлекли к ответственности. А я считаю, что этот вопрос нужно поднять и найти всех преступников и посадить их в тюрьму, чтобы они гнили там до конца своих дней за совершенное преступление против человечности. Но нет же, как-то вот все замяли. Ну так не должно быть. Столько людей там погибло. Столько людей пострадало, столько сломанных судеб. Это боль ингушского народа, которая до сих пор не утихла. И еще я хотел бы вкратце рассказать, откуда я узнал изначально про осетино-ингушский конфликт. А все началось с моего первого визита в апреле 2019 года, когда я посетил один из музеев в Назране. Именно в этом музее я узнал и про депортацию ингушей, и про осетино-ингушский конфликт. И как раз таки вся эта история лично меня не оставила равнодушным. Именно по этой причине я принял решение, что на моем канале будет отдельная рубрика про Ингушетию. И вот в этом замечательном музее есть стенд в память о трагических событиях осени 1992 года. Здесь можно узнать о погибших. Да? Пожалуйста, вот все люди с фотографиями в алфавитном порядке. Вот, например, Евлоев Ахмед Заурбекович,
1919-1992 год. Например, раз тут про землю мы заговорили, есть Тариев Дауд Ахметович, который, видите, погиб. Вот так мужчина выглядел. Вот Тумгоев Ахмед, Тимирханова Тома Беслановна. То есть вот эти люди пострадали и погибли от рук плохих людей, вот этих самых боевиков. Так, что-то, да. Теперь я бы хотел показать, нажми, пожалуйста, назад. Были и без вести пропавшие, и вот до сих пор их не нашли. Но вот Абадиев Маир Магомедович, Тамбиев Махмед Алаудинович, да, Тимурзиев Али Тутаев. То есть могут на фамилии здесь? Да, ну вот их, слава богу, здесь вот нет. Но я думаю, по-любому будет Евлоева, да, сразу, видите, потому что их очень много. Евлоев Аюб Артаганович, Евлоев Магомед Юнусович, Евлоев Султан Аюпович, Евлоева Зайнаб Эсалиевич, вообще женщина была в возрасте, видите, пропали без вести, потому что брали в заложники, а потом куда-то исчезали. И я для чего это все делаю и вам показываю, чтобы меня не называли провокатором, потому что это все на государственном уровне, музеи все от государства. Есть фотографии, есть воспоминания очевидцев, есть документальные фильмы. Здесь можно все посмотреть, но вот эта страница пока находится в разработке. Я считаю, что это отличная идея. И, ну, давайте зачитаем какое-нибудь воспоминание, я не знаю. Там карту можно показать. Там, да? Сейчас я под эту какую-нибудь... Вот, давайте вот это. 26 октября 1992 года я со своими малолетними детьми, сын и дочь, находились у себя дома. Около 14 часов ко мне в квартиру, взломав двери, ворвались вооруженные лица осетинской национальности. Их было 8 человек. Часть из них была в милицейской и военной форме. Ничего мне не объяснив, они забрали меня и моих детей, забросили в машину и повезли неизвестно куда. Так я и мои дети оказались в заложниках. Относились к нам хуже, чем к животным. Там было много заложников. Со временем, 30 октября, я узнала от все прибывающих заложников ингушей, что повсюду творятся зверства. Идет уничтожение ингушского народа. Лишь к концу первой декады ноября я была вывезена в город Назрань. Катиева Ханифа Алиевна, 1971 года рождения, проживала в городе Владикавказе, улица 1905 года. Это был не просто осетино-ингушский конфликт, а самая настоящая этническая чистка ингушей в пригородном районе, в котором по сей день очень плотно проживают ингуши, которые в свою очередь не хотят где-то там жить. Они хотят жить на землях своих предков. На исконно-исторических землях, с которыми они добровольно более 250 лет тому назад вошли в состав России. И для меня, например, до сих пор непонятно, за что так страдают ингуши на протяжении всех этих 250 лет, так сказать. Неужели за свою преданность России? Что они плохого сделали? Почему я этого плохого до сих пор не нашел в ингушах? Или, может быть, вы мне подскажете? Делитесь своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. И самое главное, чтобы наконец-таки восторжествовала справедливость по отношению к ингушскому народу, для этого нужно до конца исполнить закон века о реабилитации репрессированных народов. И тогда на Северном Кавказе будет мир. И тогда этот вопрос пригородного района не будет больше передаваться по наследству из поколения в поколение. И я считаю, что наши дети не должны решать подобные вопросы. Наши дети достойны большего. Им нужно подарить светлое и мирное будущее. Зачем кому-то и что-то передавать, когда можно прямо сейчас этот вопрос решить мирно за столом переговоров? Это ведь войдет в историю. Ну что ж, остается только молиться и надеяться на ту самую справедливость. Ну а вы также, конечно, поддержите мой канал лайком, подписывайтесь, мой канал про путешествия и жизнь. И прямо сейчас переходите по ссылке к первому прикрепленному комментарию под этим видео. Вы перейдете на канал Хамди, где сможете посмотреть подкаст с моим участием у Зелима Тангиева. Там тоже будет интересно. Ну, а меня зовут Артем, я с вами не прощаюсь. Берегите себя в эти нелегкие времена. И напоследок хотел бы выразить свои слова соболезнования всем семьям ингушей, которые пострадали от этого конфликта.
Я надеюсь, что однажды все эти преступники, которые совершили преступления против человечности, будут найдены и понесут суровое и жестокое наказание. Аминь. Будем в это верить.